Он не был принадлежностью Татарстана и Казани, Жиганов. Он был человеком огромной страны. И признание он получал на территории всей этой страны. Поставил на прочную основу татарскую академическую музыку. А его, на мой взгляд, нужно изучать как образец служения народу, стране и делу. Жиганов написал в итоге 17 симфоний. Это лидерский показатель. Он у меня ассоциировался с героем Николая Симонова в «Человек-амфибии». Профессор. Стратег он был великий. За что бы он ни брался, ему, в общем-то, все удавалось. По его биографии можно читать историю страны. Он понял, что необходима система образования. Человек, который сделал себя сам, как бы сказали, self-made man. Дата рождения Назиба Гаязовича туманно. Вроде бы 15.01.1911. То есть официальный день рождения у Жиганова 15 января, а в книге написано 10 октября. И причем он с выпиской этой приехал в Казань, и когда поступал в Восточный музыкальный техникум, тоже указал дату рождения 10 октября. Маме моей признался, что им в детском доме убавили возраст, потому что они были худыми и изголодавшимися, а на самом деле они старше. Да само происхождение нашей фамилии, оно так до конца не установлено. Потому что, конечно же, он не Жиганов. Он либо Садор Жиганов, либо Садри Жиганов. Ну, вообще, это как бы из фарси слово пришло, джихан. Это значит вселенная. А что такое назиб? Это переводится как бесценный дар, талант. Дар вселенной. Во время гражданской войны. Когда мама умерла, он остался с сестрой и братом Джилялем. На его родине, в Уральске. Во время голода, холода, болезней. И тогда он попал в детский дом. И они воровали там где-то, ходили на базар. Чужой брать нельзя. Но все-таки так кушать хотел, что он украл самую жирную воблу, ее заглотил, его вывернуло тут же. Он сказал, с тех пор я больше не ворую, их хватать стал. Он был в детском доме самым маленьким. Его очень все любили и делали ему подарки. Привезли всем валенки. Ему подарили единственные имеющиеся валенки китайские. Они были все в узорах, ни на кого не налезли, и они достались Назибу Гаязовичу. Они их сушили в печке всегда. И эти несчастные валенки там сгорели. Плакал 3 или 4 дня, потому что, во-первых, не было валенок на замену, а во-вторых, они были единственные в своем роде. Играл он на фортепиано в каком-то соседнем детском доме, ему не досталось подарка, а потом он вообще, их везли на санях зимой по лесу, он выпал из саней и бежал там в ботиночках по следам. Наш детский дом, это было в 19 году, кажется, привезли какой-то черный ящик. И я подошел к этому инструменту и обратил внимание, если я стучал на черный эти клавиши, получал татарский песню. И я в этот вечер сыграл татарскую песню. Подобрал в первое же знакомство одним пальчиком на черных клавишах татарскую песню. Он уловил пентатонику в этих черных полосочках. Их возили в соседнюю деревню, где был кинотеатр. Это же было не мое кино, был Топер. И он, когда заболел, кино отменили. Назиб вышел к воспитателю и говорит, я могу сыграть. И он по памяти простенькие мелодии начал наигрывать. И, собственно говоря, это зафиксировано было
учителями, и они дали этому толчок. Дальше его послали учиться. Он понимал, что на самом деле революция, отняв у него семью, дала ему вот путевку в жизнь. И не случайно, что вот этот фильм «Путевка в жизнь», как о себе он смотрел это. Дядя Миша, здравствуй! Здравствуй, здравствуй. Откуда последний раз ушел? Это же было время огромных гигантских строек. Тут был системный поиск талантливых людей, интеграция их в общество. Вера была, что вот мы построим общество справедливое, где у каждого будет возможность раскрыть себя. В этом смысле, да, наверное, он был коммунистом, романтиком таким. Я очень хотел научиться музыке. Я пошел в музыкальный техникум. Я играл как слухач и с треском провалился. Плюс 17 лет, а я еще нот не знаю. И вот среди комиссий встала женщина, которая улыбнулась мне. Это была Нина Александровна Шибрина. Она сказала: знаете что, если вы хотите действительно поступить, то я вас могу подготовить, но это очень трудно. Вы должны все бросить, заниматься днем и ночью только музыкой. Попал в очень хорошие руки Генриху Ильичу Литинскому и был принят на 3-й курс композиторского отделения консерватории, опять же, класс Литинского. И там Его очень быстро обучили в консерватории. Получил диплом, и в 1939 году он оказался уже в Казани. Качкын, его оперой тогда открылся, и Татарский театр оперы и балета. Из одноактной студенческой оперы получилась полноценная трехактная опера, которая, в общем-то, с успехом шла. Была поставлена задача интегрировать культуру высшей категории в национальной республике, ее ускорить. Все, что надо было для развития культуры татарского народа, он, конечно, в себе собрал и выдавал горстями. Консерватория у него отняла всю жизнь, по сути дела, потому что он служил ей верой и правдой в течение 43 лет. Такого долгожителя в профессии мы не найдем ни в Москве, ни в Петербурге. Вот как он консерваторию открыл? В 1945 году война не закончена. Жиганов добился, чтобы издали соответствующие документы. Кто подписал постановление о открытии консерватории, вы знаете, да? Вячеслав Михайлович Молотов. Второе лицо в государстве. Тогда было очень просто. Вот тебе деньги на инструменты, вот тебе деньги на ремонт. Открывай консерваторию. Я думаю, что он один был из самых прогрессивных ректоров консерватории. Держал вот этот курс консерватории как образовательное учреждение высокого уровня. И этот уровень соответствовал Московской консерватории, Ленинградской консерватории тогда. Приезд Натана Григорьевича Рахлина, великого дирижера, музыканта, который во время войны возглавлял Государственный симфонический оркестр Союза СССР. Потом он был главным дирижером Украинского государственного оркестра, первый секретарь коммунистов на Украине, Щербицкий. Что-то этому Щербицкому не понравилось — убрать Рахлина. По счастью, Назип Гаязович оказался тогда в Москве, и он сразу же сказал: Рахлина к нам, к нам. Была профессура, он ленинградцев приглашал, допустим, Лемон. А Прессов был профессор
Семен Абрамович Казачков, дирижер. Это у него вообще была идея, вот этот фикс о том, чтобы вот этих самородков искать? Их надо было найти, их надо было отобрать, их надо было привлечь. Далеких от творчества, далеких от образования вокруг него, честно говоря, не было. Назип Гаязович любил говаривать: у нас поштучное производство. И в этой фразе очень много заключено. То есть у нас огранка личности происходит. Он был потрясающе внимательным человеком. Вот это был ректор. Он каждого знал, он к каждому обращался всегда очень вежливо. Царила такая атмосфера хорошего дома. Он никогда не врывался в класс, если знал, что там идет работа. Музыкант, который сосредоточен на игре, на пении, на дирижировании, находится, как психологи говорят, в потоке. И если представляете, кто ворвался в дверь, это травма бывает для артиста, для музыканта. Это были священные часы, когда кто-то заходил, секретарь говорил: Назип Гаязович занимается. Там действительно выстраивалась очередь к нему на прием. И такое было. То есть он не разрешал мешать уроку. Мы шутили, смеялись на уроках, он какие-то истории музыкальные рассказывал о своих знакомствах с другими композиторами, там какие-то о заграничных поездках. Консерватория для него – это, в общем-то, все, это его дом. Обедал, соответственно, в консерватории. И ему предлагали: Назип Гаязович, мы вам сейчас принесем. Он говорит: нет, я буду обедать со своими студентами. И поэтому в столовой консерватории была очень приличная еда, потому что сам ректор там обедал. Очень любил татарскую кухню. А вот любимое блюдо – это каша-размазня. Я думаю, это из детского дома. Делал добро, делал какие-то масштабные вещи, может быть, сам того не осознавая этого, он просто ежедневно трудился. Рассказывал, что, понимаешь, когда я возвращаюсь из каких-то командировок, выйдя из вагона, я буквально бегу, я буквально тороплюсь не домой, а в консерваторию. Приезжал там чуть не в 8 утра в консерваторию, вот в этот кабинет роскошный, мы его очень любили, там белый рояль, и там была какая-то атмосфера. И именно за этим роялем Назип Гаязович проводил занятия по инструментовке. Интересно, что этот инструмент попал в Казань из послевоенного Ленинграда. И этот инструмент ему посоветовал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, на котором играл Скрябин. Более 70 лет. Это реликвия. Она своего рода символ Казанской консерватории. Назип Гаязович очень гордился этим инструментом. У него дома блютнер стоял. На работе стоял сенвей. Дети должны играть на хороших инструментах. И, кстати, комплектовал консерваторию, обходя все препоны. Продвигал студентов. В частности, я на 4 курсе написал фортепианный концерт, а в это время в Москве готовился смотр молодых композиторов Советского Союза. Я играл в Москве в зале консерватории, в большом зале с оркестром Всесоюзного радио свой концерт. Это было событие. У него на вопрос было недержание. Вот если что-то он хотел спросить, он сразу спрашивал напрямую. А уж композиторам, студентам от него просто покоя не было. Что играешь? Вот это я слышал. А что еще играешь?
Мало играешь. Надо больше играть. Много давал, правда, страшно много давал. Я однажды стал жаловаться. Ну, не успеваю я. Трудно. Он меня подвел в то время с его кабинета, и видно было авиационный институт. Вот видите, вот там будет полегче. Вы не хотите туда перейти? Он интересовался жизнью студентов, как-то поддерживал. Видел в них будущих певцов, будущих композиторов. Удивительно, вот в этом маленьком здании на улице Пушкина умещалось все. В 1958 году он поселил школу прямо в консерваторию. Такая школа была только одна в то время в Москве, центральная музыкальная школа. Консерваторию надо было, в общем-то, подпитывать ребятами, которые уже были в традициях этой консерватории. Ездили и преподаватели, и оркестр консерваторский по районам. Там же тоже много детей, которые тоже талантливы. А где им учиться? А учиться негде. И поэтому вот эта идея школы с полным курсом образования общего. Выезжали в районы, оркестр выезжал, целая консерватория выезжала, хор. Сплошные аншлаги. То ли это было в лесу, то ли у реки. Выбирали такие красивые места. У композитора он должен много ездить, потому что впечатления у него были. И у него есть идеи нашей современности. Сказать, что Назив Гаяс не ошибался, наверное, было бы неправильно. Он ошибался и в людях, и не забывал эти ошибки, требовательнее относился к себе по отношению к выбору всех, кто преподает в консерватории. Талант у него организатора был, он мог сплотить людей, подобрать нужных. Всегда искал пути решения, а не отговорки, почему не получилось. Если не делаешь, значит не хочешь. Очень четко представлял, что и когда он будет делать. Все успевал. И успевал при этом еще писать музыку. Подробно знал творческий путь каждого человека. Не похож на этого, не похож на того. Это интересно. Вот примерно такой образ мышления. Я был мальчишкой, пел в хоре, и вдруг он меня увидел на улице. Это ты пел на смотре недавно? Мальчик, тебе обязательно нужно учиться музыке. 14-летним мальчишкой я поступил в музыкальное училище. Уже когда был доцентом консерватории, однажды в кабинете, я ему напомнил об этом. Он так удивился. Вот какой Жиганов еще был гипнотизер. Он всех чего-то на какой-то миссии сподвиг. Я хотел в оперный театр. Жиганов говорит, пропагандист романсов, пусть работает в филармонии. С его подачи работал я в филармонии целую жизнь. Сходу мог определить и направить человека, как ему это удавалось видеть. Многие удивляются. Вот умение замечать мир вокруг, его анализировать, систематизировать и на основе этого анализа какой-то синтез выдавать, тебе дает возможность быть лидером. Сначала в консерватории собирали, у него в кабинете собирались. Весь союз композиторов, там Яхин, Ключерев, Джавдат Фазима, Насыпов. У него союз был многочисленный. Бездарных там людей не было. И все они были профессионалы. Эти национальности, это для него это никакого значения не имело. Были съезды и пленумы Союза композиторов. Исполнялась лучшая музыка Татарстана. Для нас, композиторов того времени, это было самое счастливое время. Все было обеспечено.
Концертный зал построил. Орган, чтоб был. Это же тоже Жиганов. В 1972 год, по-моему, когда установили орган, ведь орган же только где-то там за границей или там в Прибалтике. Но с этим органом носился как списанный торговец. Тактовый зал был закрыт, допуск был запрещен. И, о ужас, я увидел этот инструмент. Громадный, целый дом из труб состоящий. Я почувствовал руку на своем плече и вздрогнул, потому что это был Назип Гаязович. Ты почему нарушаешь приказ? Я говорю, хотелось вот увидеть, хотелось. А поиграть не хочешь? Я очень хочу, но, наверное, это невозможно. Почему невозможно? Если хочешь, будешь учиться. Якобы орган этот предназначался для какой-то союзной республики, и там отказались вроде бы. И документы на этот орган лежали в секретариате Союза композиторов в Москве. Он это увидел, сказал, что в Казань пойдет. И никто его не возразил. Он переписывался с детдомовцами, друзьями своими. Его товарищ пишет, что Назип, я тебя помню, мы тебя помним, как ты играл тут, как ты там спектакли устраивал. А помнишь, там пришли 5 или 7 человек из колонии малолетних преступников тебя бить, потому что он был первым пионером, там, комсомольским лидером, а ты их всех потому что отметили. Это и, собственно, жизнь Жиганова показала, то, что его ломали и не сломали. То есть он все равно остался собой и делал то, что считал нужным. Плюс еще умудрился остаться человеком, в чей адрес, в общем-то, нельзя его обвинить, что он шел по головам. Он очень гордился тем, что у меня ни один человек не был в Союзе репрессирован. Все. Того времени, в котором жил Жигалов, очень трудно было. Шла настоящая борьба за становление музыкального искусства Татарстана. На съездах композиторов выступали, что нам это не нужно, европейское четырехголосие. И Жиганов боролся за настоящее мировое музыкальное образование. Анонимок на него было полно. Ему, конечно, тоже доставалось в обкоме. Но были друзья, которые до конца жизни с ним были рядом. Теплые у него отношения со старыми своими детдомовцами. Вот там у него два друга были. Иван Павлов и еще Николай Мамонов. Инвалид войны. Ранен был, по-моему, под Сталинградом. Друг, который подарил мне имя. Иван Дмитриевич Павлов. Друг отца в детском доме, который в конечном итоге, выйдя на пенсию, он стал настройщиком музыкальных инструментов, жил в Москве рядом с нами. Достаточно теплые отношения были товарищеские с Шостаковичем. С Хачатуряном был знаком. Они сошлись с Натаном Григорьевичем Рахлиным, несмотря на то, что они были вот такие. Они друг другу голову сносили. Татарская республика выдвинула на соискание государственной премии по номинации музыки Натана Григорьевича Рахлина. То есть Татарская республика выдвинула музыканта-еврея. Это было очень демократично и красиво. Но они это сделали тогда, когда узнали, что Министерство культуры СССР выдвинуло на соискание в этом году Назиба Гаязовича Жиганова с симфонией номер 2 «Сабантуй», с его знаменитой. Короче говоря, в третьем заключительном туре организаторы шоу решили, Рахлин должен сыграть симфонию Жиганова, а высокое жюри выберет, кто из них получит государственную премию. Вы можете себе представить больше извращения? И
Натан Григорьевич первую часть зарезал. А потом совесть и профессионализм взяли верх. И до финала он ее так довел, симфонию, что стоя люди стояли, аплодировали минут 20. И он подошел к отцу, обнял его и сказал: Назип, прости, я хотел убить, я хотел премию, я не смог. У меня на стене есть портрет. Он появился в консерватории в год, когда Назибу Гаязовичу была присвоена высшая награда Советского Союза «Герой социалистического труда». Он с гордостью говорил: вот лучший мой портрет. Потому что это мой друг Бакир Манче. Он лучше меня знает, чем я себя. Все черты характера, противоречия, динамика, порывистость, мудрость. Все в одном портрете. Джалиль был настоящим другом. В одном подъезде жили, они общались все время вместе. Раскладывали шахматную доску на лестничной клетке и бились за каждое слово в Алтынчач. Жиганов говорил: я буду сокращать. Джалиль говорит: вы выиграешь турнир шахматный, сократишь, не выиграешь, я тебе не разрешу в моем сочинении сокращать. То есть это были вот такие друзья вот на всю жизнь. Работать с ним, с Мусой, было интересно и часто приносило радость. Что спорили, знаете, как говорят, перелетели. Спорили для того, чтобы стремились найти лучшее решение. У восточных народов, у мусульман есть такая традиция, что когда друзья расстаются надолго, они обмениваются своими кушаками или поясами. У меня хранится пояс Джалиля дома. Один организовал союз писателей, а второй организовал союз композиторов. Вот были два ключевых творческих союза. И когда он ушел на войну, и спустя какое-то время пришла информация о том, что он перешел на сторону татарского легиона и предал, единственный человек из известных людей тогда, который эту информацию не принял, это был Жиганов. Он сказал: этого не может быть. И пошли страшные слухи о том, что Муса предал, что он перешел к немцам. Это же невозможно. Я знал, что Муса не может быть предателем. Его признали врагом народа. Стали вымарывать его имя из афиш. И отец написал... С Ахматом Фазилем создали оперу «Шагырь поэт». Фактически это была опера о Мусе Джалиле. Вот там Нияз Уралов, но тоже попадает в плен, остается верен присяге. Он ведь не знал, что произошло с Джалилем. Об этом открылась только его история, биография, и то, что как он погиб, или с моабитскими тетрадями. Ее через некоторое время закрыли. Он хорошим сыном и надежным другом был, чуткою и доброю душой, как ты был. Проходит энное количество лет. К нам на этот международный фестиваль, по-моему, приехал бельгиец, этот Андре, знаменитый, который сидел с Джалилем, и передает тетрадку, которая сейчас известна как моабитская тетрадь. Ну, как дневник Анны Франк, как вот таких примеров, вот раз, два, три, да. Его реабилитируют, его посмертно награждают Ленинской премией за моабитскую тетрадь. Посмертно ему дают звание Героя Советского Союза. Жиганов пишет: меня там пригласили чиновника культуры, значит, сказал, что «Шагырь возобновляйте», да? На что я ответил, что мы не будем. Там, как не будете? Мы напишем другую оперу, назовем ее «Джалиль». Назиб Гаязович берет свою оперу предыдущую, перерабатывает ее. И ты не представляешь, как мне начали мешать. Как будто от них или от меня зависит, о чем мне писать. Вот это понятие миссии мне представляется это как раз вот об этом. Такое очень простое осознание своего места в жизни и делал то, что было предназначено. И делает Джалиля. Совершенно гениальное произведение. Чувство веры, которое должно быть в семье, которое должно быть среди соотечественников,
которое должно быть среди друзей. Вот оно в этой опере является одним из главных. Очень сильный человек может такое, во-первых, сделать, ну и, во-вторых, просто даже себе позволить. Он всю жизнь сражался за те идеалы, в которые он верил. Первая татарская опера, опера «Джалиль», была поставлена в 60-м году в Праге, а перед этим с успехом была поставлена в Большом театре. Я вспоминаю вот этот поясок, который подарен, еще худеньким тогда, Мусой, и понимаю, что бы там ни делали на земле оппоненты, у них дружба, она другого совершенно порядка. Это был человек порывистый. На порыв ведь не все люди способны. Да? Человек, который идет на порыв, отрицает все внешние условия во имя идеи, которой он служит. Не терпел, вот, когда люди плохо относятся к своим обязанностям. Он был очень красивый, очень яркий, очень умный, какой-то ловкий, какой-то ладный очень. У него очень живые глаза, очень приветливая улыбка. Настоящий европейский интеллигент. Я не слышал, чтобы он хоть когда-то повышал голос. Меня однажды обокрали. Назип Гаевич повернулся, ни слова не говоря. Подошел ко мне. Возьми. Потом отдашь. Нет, Назип Гаевич, что вы. Возьми. Всегда был готов пойти навстречу. Когда я заканчивал консерваторию, ну жить-то негде. Он говорит, идем ко мне. Я в него катовался целый месяц. Не держал вот эту намеренно отмеренную дистанцию. Вот на том же уровне, с каком он разговаривал с профессором, там, доцентом, завкафедрой, и со студентами он общался точно так же. И вот они на демонстрации, даже помню, около Варваринской церкви была остановка. Он говорит, вызывает меня. Ты что там стоишь в стороне? Я говорю, Назип Гаязович, от Дагалаханда Баха Батын Костермый. Ты знаешь, что он сказал? Ты знаешь, что он сказал? Когда лошадь подковывает, лягушка свою ляжку не подсовывает. Я говорю, вот, Назип Гаязович. Что же я буду, вы разговариваете, ректорат, стоите, разговариваете, а я... Ну, это ему так понравилось, что я татарскую пословицу вставил. И он понял, при всем моем произношении неправильно, он понял. Не любил праздный отдых. Как то загорание на пляже, ресторан, это совершенно было. Это либо что-то связанное с активностями, там рыбалка, грибы. Грибник был совершенно сумасшедший. Он очень много слушал музыки другой, не своей. Он никогда не замыкался. Был человеком постоянно ищущим. Один из упреков, который он бросал коллегам и вообще всем, это почему-то не развиваешься, почему-то не учишься. Я помню, я ему подарил книжку «Исландские саги». Песни эти невозможно будет дочитать. Он ее читал месяца 2, не отрываясь. Говорит, сколько для меня новых вещей открылось.
Пишите, пишите, пишите. Это были его любимые слова. Маме он написал больше 100 писем. Иногда они идут день за днем. Это их очень интересно читать. А он очень песучий был человек. И он практически либо письмо каждый день писал, дневники вел. Но вот дневник — это был настоящий дневник. Он там давал волю своим чувствам. Он их никогда не держал на виду, он их всегда прятал. Искренне признавался. Вчера премьера, сегодня я сажусь и пишу снова. Пишу, потому что потребность, он весь был переполнен. Уже после того, как у него было штук 15 на симфонии, однажды он вдруг говорит: а я мечтаю написать настоящую симфонию. Вот так вот. Вот и пойми, что он имел в виду, что до сих пор не настоящее было. Симфоническое мышление — это вообще дар Божий. И симфония ему казалась как раз тот жанр, который композитор может влиять на, и не только на создание, но и на исполнение. Я сейчас не говорю о детской музыке. Детская у него гениальная музыка. По годам, понимаете? Это для маленьких, это постарше. Это ведь надо уметь. А самое главное, с такой теплотой. А я говорю о сочинениях уже взрослых. По 12 зарисовок, матюшинские эскизы. Вот там он как бы свою душу, это как дневниковые записи, понимаете? В противовес. С одной стороны, такие гиганты, полотна, симфонические, оперные, балетные, а с другой стороны, вот такие миниатюры. Как сказал профессор Варшавский, Жиганова по слуху не сыграешь. То есть там видно, что человек как бы сам все это прочувствовал. Подростком работал в Уральских кинотеатрах топером. То, что импровизации была ему не чужда. И он постоянно присутствовал на концертах, на экзаменах вокалиста. Он им делал вот такие дары, каждый год почти писал оперы. Жигановская певица была. И считается, что я как соавтор даже многие вещи там по-своему, обороты такие делал. Он нормально относился, он никому не разрешал такого. Творчество приходит тогда, когда оно приходит. Там просто закрывалась дверь, я отводился в свою комнату или на веранду. Это была закрытая для многих часть его жизни, которую он проводил наедине с роялем. Если он начинал работать над симфонией, он себе ставил определенные сроки, когда он должен закончить клавир. В доме совершенно поселяется другая атмосфера. Его нельзя будет отвлекать. Есть там вот книжка раскрытая, Томик Тукая, где под строфами музыкальные фразы. Причем там раскрыт алгоритм долями и тактами без нотного стана, а только потом переводится это все в музыкальный формат. Для того, чтобы держать себя в тонусе, потому что творческий процесс, его нельзя останавливать. Когда к нему приходил образ музыкальный, когда к нему приходила идея, мелодия, ритм, он менялся, он переменялся в лице. Он извинялся, говорит: извините, тема. Сейчас. Да, и ушел. Он сам придавал главное значение этой своей профессии. Профессии композитора. Отличался от такого стандартного советского быта. Это минимализм, во-первых. Никакой роскоши. Книги, то есть от пола до потолка. Очень много нот, очень много пластинок. Там, понимаете, вот ребенок приходит, а там
все там китайские шахматы, все такие вот эти львы, там еще какие-то там маски монгольские. Всегда присутствовала музыка. И всегда присутствовали какие-то рассказы. Все равно кто-то всегда пел. То есть это вот какое-то такое приятное очень впечатление всегда оставляло. Но с другой стороны, там все было мне позволено, там открывать шкаф, где было масса всяких каких-то интересных вещей для ребенка, тем более там. Были некие принципы, которые, может быть, воспитывали лучше, чем менторские поучения. Я знаю, что его все внуки его обожали. Дедушка праздник. Всегда с подарками. Ура, ура. Дача в Матюшино, потому что там мы часто отдыхали. Изба с 2 верандами. Это полностью по проекту бабушки Нины Ильиничны и деда была сделана. Эта дача, она действительно такая была сказочная, тем более для ребенка. Все там было очень просто, хотя при этом 2 печки, большая гостиная обязательно была, потому что нужно было поставить там рояль. И казалось, что он расположен в глухом лесу. Он там любил работать, потому что там было спокойно, там никто не доставал. Там построили рядом столовую. Вернулся из этой столовой, весь сияет. Мама спросила, что случилось-то? Мне сейчас там официантки сказали, что вы так замечательно, Назим, а вы играете еще, мы как работать перестаем, вас слушаем. То есть моя музыка понятна и нужна народу. То есть это, я думаю, была для него чуть ли не высшая оценка. То есть он действительно был счастлив. Очень узнаваем. На слуху очень много песен его. У него оркестр всегда был блестящим. Нафису сейчас бы вот исполнили, я бы пошел слушать. Очень насыщенно, содержательно, драматургия есть. И вообще музыка Жиганова, да, требовала волевого такого исполнения, мощи. Чтобы мясо было, шашлычок, чтобы глубоко брало. И у него в опере оркестр не иллюстратор, а параллельно национальный герой. Его музыку танцевали всегда с удовольствием. Насколько мне помнится, там нет ни одной цитаты обращений к народному творчеству. У него это все оригинально, но в то же время на основе народного мелоса. Он слышал национальный мелодизм, вот этот татарский, в которой нет вот этого пафоса, я бы сказал, идеологического. Лирик. Чем ближе композитор в своем творчестве опирается на народный мелос, тем больше он понятен другим. Чем ты более национален, тем ты более интернационален. Но его национальная ограниченность – это тупик в искусстве, это его прямая цитата. То есть, но нужно опираться на народ. Даже были такие выражения. Татарскую музыку только может татарин понять. Национальная ограниченность – это тупик в искусстве. Когда композитор, значит, использует все средства, добытые мировой практикой музыкального творчества. Тогда его национальные черты вот, еще больше выявляются. И она становится больше национальным интересом и интернациональным. Вот те же люди, которым он помогал, которые растил, потом на него стали бочку катить. Все же. Против него была как
целая компания националистов. Статья подписана ветеранами войны, сплошь татарами, не музыкантами. И вот его, конечно, там очень незаслуженно обидели в этой статье. Он не выполнил квоту, которую им предписал обком партии. Какой-то из щенков, функционеров, начал ему, брызгая слюной, кричать: «Жиганов, что ты себе позволяешь? Из партии вылетишь». Он сказал: не вы мне партийный билет давали, не вам отнимать, но скрипачей и пианистов, которых государство вламливает миллионы для того, чтобы выучить в течение 16 лет, я калечить вам не дам. Не дам хрустальными бокалами гвозди забивать. И настроения, конечно, у него тогда не было никакого, понятно. Говорили: Жиганов, ты развел слишком много евреев. На что он говорил: разводят тараканов, собак, а у меня педагоги. И эти педагоги учат наших с вами татарских детей. И пройдет 20-30 лет, и эти дети придут и станут педагогами консерватории. Три. Еще раз до третьей четверти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Может, наоборот сыграть? Зрело недовольство в обкоме самостоятельностью, активностью. И уж очень он выделялся над всеми остальными. И слишком это долго происходило. И там в это время уже шли проверки серьезные, что позволил себе, что не позволил. Он не был политическим деятелем. Он не боролся за власть и деньги. Боролся за становление вот этой культуры его любимой республики, которую он обожал. Это было связано с интригами завистников. Вызывали членов Союза композиторов Татарии поочередно в обком партии, выкручивали руки, чтобы на тайном голосовании они проголосовали против Жиганова. Те люди, которые работали рядом с ним, на посулы, на угрозы велись, и в конечном итоге вот, дело кончилось тем, чем кончилось. Перед выборами пригласил всех членов Союза к себе. Видно, он предчувствовал все это, чтобы его поддержали. Он не грозил, но это было в такой форме немножко альтернативно. Слава богу, что он, как ректор консерватории, все-таки сохранился, потому что ни одной фигуры альтернативной ему найти было невозможно. На консерваторию он никакого вида не подавал, что это случилось, и работал по-прежнему. Он продолжал вот как бы быть в нашей когорте, среди нас, в этой гуще событий. Я даже был свидетелем такой сцены. Я иду по коридору в консерватории, а Союз композиторов находился в консерватории. Я смотрю, проходит Назим Ильич, идет и поднял руку, чтобы открыть. Видно, он забыл, что он не председатель. Там был кабинет председателя. Отдернул руку, повернулся и пошел. Он мне позвонил числа, наверное, 28 мая из Казани. Говорит: Ваня, я хочу попрощаться. Да я вот в Уфу еду. В каком смысле попрощаться? Ну, езжай. Ну, что-то вот у меня ощущение, что я оттуда не вернусь. Я говорю: пап, ну что ты глупости говоришь? Ну, что значит не вернешься, да? Поехали в Уфу показывать оперу «Джалиль». Коллаж из оперы «Джалиль» и сделал ее в виде концерта. Начальную арию, слава богу, Казань поставили конец. Ее сократили. Он за это очень переживал, потому что он к музыке к своей как к ребенку относился. И были какие-то места, которые не могли не вызывать у него, видимо, такого очень серьезного удовлетворения. Я, например, когда слышу арию Джалиля,
Саубул Казан. Я всегда плачу. Я ничего не могу с собой поделать. И он плакал. Автор. Я сижу, смотрю, я говорю, что такое? Он говорит, меня музыка берет. Я говорю, собственная? Он говорит, собственная. Прощай, Казань, город мой любимый, синий простор, долгие берега. Как публика не дышала, то плакала, то вот так вот, то стоя слушала, стоя музыку слушали. Успех был потрясающий. Непривычный для него вот такой вот фурор. Он очень хорошо чувствовал, что такое аплодисменты, что такое вежливые аплодисменты. Он как-то так интересно смотрел в зал, что казалось, что он смотрит вот прямо на тебя. Все со слезами, и Жиганов тоже со слезами, как бы прощаясь, счастливый. Он почувствовал там понимание его музыки. Две такие реплики были. Вот бы в Казани так. Потом, можно и умереть. И умер. И вот видно вот эти перепады, там, от полной опущенности до возвеличивания, потому что там народ его не пускал, он сердце уже не выдержал. И утром его уже нет. Он понял, что он востребован, он понял, что он нужен, что его любят, что его ждут. А для композитора это самое главное. Были похороны, и когда там очень много народу было, холм насыпали могильный, и вдруг все замолчали. Вот такая и тишина вот эта разряженная, я помню, и я понимаю, люди не знают, что делать. То есть до многих дошло, видимо, только сейчас, кого они в землю закопали. И вдруг Бигичев выходит и поет «Прощай, Казань». И такой, как катарсис, вот по всем законам драматургии. Прощай, Казань, край мой,
готовимся к очень интересной поездке. Нас ждет Москва. Музыкальный театр имени САЦ принимает нас с нашим спектаклем Назип Гаязовича Жиганова «Тюляк». Фестиваль называется «Видеть музыку». Выбор пал на консерваторию имени Жиганова и спектакль Жиганова. Премьера в Москве будет 4 ноября. И как-то очень удачно совпало с праздником единства народов России, дружбы народов России. И вот все это будет воедино на этой площадке театральной звучать. И русская речь, и татарский мелос, и прекрасный симфонизм Жиганова, и совершенно потрясающие вокальные партии, выписанные композитором. Ребятам очень нравится это произведение, потому что оно какое-то, знаете, как неразгаданная книга. Чем больше читаешь, тем больше там анаграмм, символов и что-то такое таинство, которое Жиганов нам на долгие десятилетия оставил. Эти тайны мы разгадываем каждую репетицию.